Утро доброе всем, кто просыпается с телеканалами Якутия-24 и НВК Саха. Это программа «Утро Якутии», и на протяжении всей этой недели вместе с вами будем просыпаться мы, Руслан Ачиров и Катерина Винокурова. Сегодня 17 мая, понедельник, и из наших рубрик вы узнаете, как сделать, например, возврат билетов, если вдруг вы, не дай бог, заболели во время отпуска. Мы познакомимся с экоактивистами, которые собирают, сортируют мусор. Посетим в Айхале мастер-класс по игре на хомусе и узнаем, какой интересный предмет хранится у них в Краеведческом музее в городе Нерюнгри. Ну, а также по традиции ожидаем в нашей студии интересных гостей. Так, с главным врачом офтальмологической больницы Иваном Петровичем Луцканом мы поговорим о акции, которая проводится в клинике по проверке зрения. Также побеседуем с волонтерами и узнаем, как присоединиться к субботникам, которые стартуют в конце этого месяца. Ну, конечно, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть WhatsApp номер 8 914 273 44 88. И в течение эфира вы можете присылать поздравления, пожелания, ну и какие-то предложения. Ну а сейчас мы, конечно, по традиции начнем наш выпуск с прогноза погоды. Так, по данным Якутского гидрометцентра, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 2-5 градусов тепла. В заречной группе 5,9 градусов, в южных до минус 1 градуса. В Вилюйской группе 4 градуса мороза, местами 0 градусов, в Нижнеленских до плюс 9. В западных 2,7 градусов мороза, в Колыма-Индигирской группе 1,9 градусов тепла. В Янских 5,9 со знаком плюс, на северо-западе 3,10 градусов мороза. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 8 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Порывы составят до 7-12 градусов метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 12-14 градусов. Но если Мирнинский район завалило снегом, то побережье Сахалина завалило тоннами икры. И в студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Доброе утро. Да, что произошло на берегу и как это повлияет на популяцию рыбы? Ну, икра это принадлежит сельди, а причиной выброса послужил шторм. Сплошная полоса икры протянулась на 3 километра. Эксперт, однако, заявил, что ничего удивительного или даже страшного в этой ситуации нет, так как подобное явление говорит об обильном нересте. Ну а теперь к главным событиям. Кабмин утвердил концепцию председательства России в Арктическом совете на 2021-2023 годы. В рамках своей деятельности наша страна намерена развивать сотрудничество по 4 приоритетным направлениям. Первое касается населения Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера. Во-вторых, будут решаться вопросы охраны арктической окружающей среды, в том числе изменения климата. Россия заинтересована в социально-экономическом развитии региона и укреплении роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Международная кооперация, по мнению властей, может дать новый импульс для развития существующих и запуска новых научных, партнерских и экономических отношений. Ледоход на реке Лени дошел до Покровска. В Хангаласском районе движение началось накануне. Как сообщили в ЕДДС, по состоянию на 20 часов 16 мая уровень воды у гидропоста составил 465 сантиметров, при критических 13 метрах 70 сантиметрах. Ранее мы сообщали, что у Якутска уровень воды над минимальным зимним повысился почти на 5 метров. Грядущий ледоход привел к осадкам в столице. Ливневый дождь прошел этой ночью. А сегодня в Якутске метеорологи обещают его после обеда. При этом днем температура воздуха будет достигать 12 градусов тепла, ночью опустится до 0 плюс 1. Ветер в порывах будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду. Данные предоставлены порталом Гисметео.
К другим событиям. Активно продолжается вакцинация в Якутии. Глава региона Айсан Николаев поставил задачу перед медицинскими организациями в разы ускорить темпы прививочной кампании. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не улучшается. Врачи рассказали, что по статистике в каждом вакцинируемом пункте Якутска в день прививку получают от 100 до 150 человек. Если считать выездные бригады, то доходит и до 200 граждан. Вакцинация проводится ежедневно. Сейчас мы делаем вакцинацию двумя вакцинами. Вакцина Гам-Ковид-Вак Спутник Ви московской фирмы и Эпивак Корона, это новосибирской. У нас вакцинация идет ежедневно с 8 часов до 8 вечера, без выходных. У нас население в основном привито, старше 60 лет 40% населения уже привито, которые не могут приходить на вакцинацию в поликлинику, а участковые медсестры делают на дому. Ну, с врачом приезжают, и в основном мы делаем там Эпивак Корону. И к этой минуте все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Друзья, ну, чтобы ваше утро было по-настоящему бодрым, то можно сделать следующее. Как только вы проснулись, сразу потянитесь. Это подтягивание, оно полезно для вашего позвоночника, суставов. Ну, а, конечно же, также помогает быстрее проснуться. Затем улыбнитесь, подумайте о чем-нибудь хорошем, выпейте стакан теплой воды комнатной температуры. Ну а потом с самыми хорошими, добрыми мыслями предлагаем сделать вам утреннюю зарядку вместе с нашими фитнес-тренерами Андреем и Марией. Доброе утро! С вами фитнес-клуб Fitness Life, инструктора тренажерного зала Андрей и Мария. Давайте начнем нашу зарядку. Начнем с дыхания, встаем на носочки и тянемся вверх. Медленно тянемся вверх, перекатываясь с пяточки на носок. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Переходим к вращению головы. Медленно вращаем головой в одну сторону, сначала вправо. Делаем таких 5 вращений. Не торопимся. Дыхание ровное. Повороты корпуса в бок. Начинаем с правой стороны и раз, 2, больше скручиваемся, 3, выдох, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь тянемся к полу. Максимально растягиваем бицепс бедра. Остановимся. Теперь берем себя за локоточки и покачаемся. Переходим к разогреву ног. Начинаем с правой ноги, вращение бедра в бок. И раз, 2, 3, держим равновесие, 4. Переходим к другой ноге. И раз, 2, 3, не торопимся, дыхание ровное, 4. И теперь немного кардио. И раз, 2, 3, 4, 5. Сделаем еще 5 раз. И раз, 2, 3, 4, 5. Отлично. На этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что вы получили заряд бодрости, и мы продолжаем. Сейчас у нас... Да, самое время поговорить о здоровье. Да, конечно. И в гостях у нас главный врач Республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан. Доброе утро. Доброе утро, Доброе Руслан, утро, Катя. Иван Рад Петрович. видеть вас. Да, мы тоже взаимно. Уже на очень. этом месте, а не в качестве ведущего. Да, Иван Петрович, в Якутии, да, с этого года объявлено десятилетие здоровья. А за это время республика должна войти в клуб
80 плюс регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Да? Какая вот работа поэтому будет вестись, чтобы приучить к культуре ответственного отношения к своему здоровью населения? Да, спасибо, Катя, за вопрос. В первую очередь, мне бы хотелось в начале нашего диалога поблагодарить всех медицинских работников, которые в течение предстоящего, точнее, вот тот год, который прошел, работали активно в ковиде, спасали жизни наших людей. Безусловно, это героизм всех, начиная от санитаров, заканчивая врачами, кто отработал в красной зоне и спас огромное количество жизней. Теперь непосредственно к вопросу, связанному с годом здоровья. Указом главы республики был объявлен год здоровья, и в этом году уже было объявлено десятилетие здоровья. Для чего нужно в первую очередь было объявление такого значимого события, в первую очередь и для нас, медиков? Это привлечение внимания к проблеме сохранения здоровья и формирования культуры здоровья сберегающего поведения. Вот буквально сегодня, когда я ехал к вам в студию, я видел, как молодежь уже активно бегает, занимается спортом, на велосипедах, к ним присоединяются и лица старшего поколения. Вот это то, о чем мы и говорим, что 80 плюс можно достичь не только усилиями одной медицины, но и усилиями всего общества. То есть если усилия врачей, связанных с лечением заболеваний, умножается на то, что ты сам следишь за своим здоровьем, то эффект в этом, конечно, будет, когда мы будем доживать на 80 и плюс дальше. Потому что на самом деле в медицине продление жизни человека от медицины, точнее, зависит всего на 20-30%. Основное – это образ жизни человека. Чем мы питаемся, как мы следим за своей фигурой, занимаемся ли мы спортом, ведем ли мы здоровый образ жизни с точки зрения курения, употребления алкогольных напитков. Вот это вот все вкупе дает как раз таки эффект. Вот у нас с диспансеризацией всегда была проблема. Люди не понимают, что это, и многие отказываются ходить. На самом деле сейчас в поликлиниках города Якутска и в центральных районных больницах созданы все условия для того, чтобы пройти диспансеризацию, по-простому скрининг состояния своего здоровья и определить, какие есть факторы риска, на что надо обратить внимание. Условия есть, просто главное теперь желание. Все Иван начинается Петрович, от себя, да. Да, в прошлом году вы работали летом в красной зоне медицинского центра, где проходили лечение больных ковид. Через стационар прошли больше 1000 пациентов. И после лечения как быстро восстанавливается организм и насколько важно получить прививку? Прививка. Начну со второй части вопроса. Это очень важный момент, потому что большинство всех опасных заболеваний побеждалось благодаря именно вакцинации. Многие сейчас считают, что это чипирование, до сих пор, кстати, что меня удивляет. Многие думают, что это какой-то эксперимент на людях. На самом деле никакого эксперимента нет. Я могу на себе сказать, я поставил эту вакцину еще в декабре, в январе была вторая ревакцинация. Вот буквально 3 дня назад я сдавал титр антител, он достаточно высокий, и это позволяет обезопасить в первую очередь окружающих коллег, с кем я работаю, во-вторых, свою семью, самого себя. Вот это очень важный момент. Надо это понимать. Многие говорят, что еще после вакцины заболевают. Никто и не говорит, что 100% эффективность. И в научных журналах сказано, что 90% эффективность есть. Это опубликовано и в международных исследованиях. Но при этом человек, который заболевает, в случае есть, он переносит ее достаточно легко, нежели чем невакцинированный человек. Поэтому вот призываю в первую очередь к вакцинации, тем более сейчас глава республики, по-моему, в субботу проводил совещание, где дал четкое указание всем поликлиникам и центральным районным больницам с 8 утра до 8 вечера проводить вакцинацию. Теперь по поводу красной зоны. Реабилитация – это все индивидуальная вещь, она касаема непосредственно каждого человека, его состояния организма. И были люди, которые в течение 2-3 недель после выписки чувствовали себя уже прекрасно, восстанавливалось обоняние, уходила слабость, и в целом они уже полноценно могли жить и активно принимать участие в работе, в своей жизни. А были те, у которых были трудности с восстановлением. Поэтому у нас создана система реабилитации для таких людей на базе того же самого санатория Былах в Мегино-Кангаласском районе, где люди с КТ-3, КТ-4, тяжелой степень поражения легких, которые могут обратиться и пройти реабилитационный курс. После этого эффект достаточно хороший, я с коллегами общался, намного лучше себя люди чувствуют. Иван Петрович, ну что касается офтальмологической больницы, да, какие проекты будут действовать на сохранение здоровья, да, населения, какие-то акции? Знаем, что с сегодняшнего дня как раз-таки по проверке зрения, да, стартуют акции, можно ее пройти.
Мы считаем, что медицинскую помощь нужно приближать к людям. Одно дело, когда к нам записываются люди, стоят в очередях. Другое дело, когда мы сами приезжаем на предприятие. Поэтому у нас с коллегами возникла такая идея под названием «Врач рядом». То есть с сегодняшнего дня вы можете обратиться в нашу больницу с 9 до 12 часов в рабочее время и записаться в случае, если у вас на предприятии 60 человек есть согласных пройти обследование офтальмолога, составить список и подать соответствующую заявку. Мы приедем к вам и проведем остроту зрения, на щелевой лампе смотрим глазное дно, проведем тонометрию и дадим какие-то рекомендации в случае, если есть какие-то нарушения. Это пока эксперимент, посмотрим, как он пойдет, потому что надо понимать, что если заявок будет огромное количество, у нас нет такого объема врачей, чтобы они удовлетворили все заявки. Но, тем не менее, каким-то образом мы, думаю, эту ситуацию разрулим и каждому, кто пожелает, медицинскую помощь доведем до места ее назначения. Ну и в завершении нашего диалога хочется сказать, что сейчас в офтальмологической больнице в первую очередь у нас приоритет – это поставка нового оборудования. Буквально с 24 мая у нас начнется монтаж уникальной системы офтальмологического комбайна, на котором можно проводить операции на переднем и на заднем отрезке глаза. Плюс к этому мы сейчас покупаем наркозный аппарат, чтобы проводить операции под анестезией соответствующей. Это в перспективе мы планируем открыть детское отделение, чтобы оказывать нашим детям помощь у нас. Ну и я так понимаю, что мы уже эфир со мной завершаем, поэтому хочется пожелать в первую очередь всем жителям республики здоровья. Это самое главное, потому что это тот ресурс, который не купишь ни на какие деньги. Спасибо большое, Иван Спасибо, Петрович. Иван Петрович. Да, вам также успехов в работе и всего самого наилучшего. Да, здоровья Спасибо. и до встречи в эфире. Спасибо. Думаю, увидимся. 32-летний Давид Вардумян из Еревана завоевал популярность в интернете благодаря своим физическим способностям. Молодой человек на видео прыгает через кольца, садится на шпагат с опорой на движущиеся предметы и демонстрирует владение боевыми искусствами. Давид повторил знаменитый трюк Ван Дамма, сев на шпагат на крыше двух движущихся автомобилей. Спортсмен уверен, что в его трюках нет ничего невозможного, однако для их исполнения требуется серьезная физическая подготовка и огромное желание. Ну а сегодня мы, дорогие друзья, поздравляем всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов онлайн из интернет-изданий и всех остальных людей, которые заняты в сфере информационных технологий. Да, потому что сегодня во всем мире отмечается День электросвязи и информационного общества. Об остальных датах и событиях в нашей ежедневной рубрике. Сегодня, 17 мая, Всемирный день электросвязи и информационного общества, один из праздников ООН. Также 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией, День пульмонолога и Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Кроме того, сегодня стартует глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. По народному календарю сильный и частый дождь в этот день предвещает хороший обильный урожай. Если сегодня солнце бледное, то плохая погода простоит долго. 17 мая 1727 года на русский престол вступил 11-летний Петр II, малолетний внук Петра I. Петр Алексеевич – последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии. 17 мая 1801 года в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник великому полководцу Александру Суворову. В 1861 году в этот день впервые была публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. 17 мая 1988 года на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад, более 300 предметов. 17 мая 1820 года родился Сергей Соловьев, русский историк, академик. В 1946 году в этот день появилась на свет Галина Старовойтова, российский политический и государственный деятель, правозащитница. Через 4 года в этот же день родилась Валерия Новодворская, российский политический деятель, диссидент и журналист. 17 мая 1953 года родился Касым-Жомарт Токаев, казахстанский политик и
государственный деятель, президент Казахстана с 2019 года. Сегодня свои 50 лет отмечает Сардана Гурьева, заслуженный юрист республики, уполномоченный по правам человека в Якутии. Именины в этот день празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай и Пелагея. А мы поздравляем всех именинников этого дня. И одно из поздравлений хотим зачитать Да, прямо сейчас. к нам пришло на WhatsApp номер. Любимого внука Мишу поздравляем с 6-летием. Желаем здоровья и радости, успехов в жизни. Бабушка и дедушка. Вот, еще даже такую фотографию отправили. Фотография. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Мишу поздравляем с днем рождения. Если и вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, с какой-то знаменательной датой, пишите на наш WhatsApp номер. Ну а если вы знаете сейчас, в какой фазе находится Луна, то, скорее всего, ждете наш гороскоп, с которым мы сейчас вас и ознакомим. Овен, эта неделя подтолкнет вас переосмыслить жизнь. Главное – ответить себе на вопрос, что вы хотите и как достичь этой цели. Любой начатый на этой неделе процесс остановить уже невозможно. Даже мелкая ссора может привести к серьезному разногласию, а халатность относительно самочувствия – к риску возникновения болезни. Телец. На неделе появится неожиданное вдохновение или мощные импульсы к творчеству. Хорошее настроение окончательно восстановится. Мысли упорядочатся, могут появиться интересные идеи о том, в какую сторону направить жизненный вектор. Близнецы. Не вмешивайтесь в события начала недели, если чувствуете, что до конца не понимаете суть происходящего. Можно попробовать начать новый роман, убедить в своей правоте партнера по браку или найти компромисс в общении с близкими. Рак. Неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяйственных дел. Вам стоит слегка пересмотреть материальный аспект, например, оптимизировать свои расходы. Гороскоп советует провести конец недели, устраняя по очереди каждую из вялотекущих проблем. Лев. Любые незавершенные дела на этой неделе для вас неприемлемы. Старайтесь довести до логической точки каждый подобный вопрос. От этого во многом зависит ваше будущее. Удача предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях. Дева. На этой неделе принимайте во всем происходящем самое живое участие. Стоять в стороне или замалчивать личное видение той или иной ситуации значит добровольно отдать шанс на успех кому-то другому. Тем, кто недавно начал любовный роман, не следует принимать близко к сведению то, что пишут или говорят о второй половинке. Весы. При желании вы способны достичь успеха, но он будет подразумевать крупные вложения сил, нервов и времени. Что посеешь, то и пожнешь. Конец этой недели, вероятно, заставит пересмотреть какие-то ценности. Скорпион. Уровень жизненных сил на этой неделе будет достаточным для того, чтобы выполнить уйму дел. Во второй половине недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные планы следует перенести на другой период. Начните выправление ситуации с мелких или второстепенных задач. Стрелец. Неделя заставит вас всерьез заняться личными отношениями. Тем, у кого есть семья, следует максимально сосредоточиться на нуждах близких людей. Время заняться собой появится к выходным. Конец недели не исключает романтичных знакомств или появления в вашей жизни тени из прошлого. Козерог. Не надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу по нескольким направлениям. Творческий потенциал представителей вашего знака существенно возрастет. В конце недели вам нежелательно убегать от решения вопросов в личных отношениях. Рыбы. Тем, кто пока не нашел спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в этот период, немного позднее займет в ней прочное место. Водолей. Удача на этой неделе сама бежит к вам в руки. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога, и правильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Вторая половина недели – прекрасный момент для любовных реформ.
На очереди наша постоянная рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за 20 лет в новом тысячелетии. И на этой неделе мы говорим про личные финансы, занятость и меры социальной поддержки. Сегодня предлагаем вспомнить, как менялся уровень зарплат в Якутии за 20 лет. В 16 раз увеличилась средняя зарплата в Якутии за 2 десятилетия 21 века. В 2000 году средняя зарплата составляла 4539 рублей или $168. Сейчас более 73 тысяч рублей или почти $1000. При этом уровень зарплат сильно зависит от экономической отрасли. Высоко оплачивается труд на добыче золота и алмазов, на втором месте добыча нефти и газа, потом идут добыча угля, химическая промышленность, металлургия и гражданская авиация. А зарплаты в сельском хозяйстве в Якутии значительно выше, чем в европейской части России. Да, рост зарплат в 16 раз – это, конечно же, выдающийся результат. Цены, конечно, растут, но все же сейчас мы можем позволить себе намного больше, нежели 20 лет назад. Желаем всем хороших зарплат и финансового благополучия. Ну, кстати, вот перед нашей следующей рубрикой у меня есть такая история. Я однажды купил билеты туда и обратно на самолет и опоздал на рейс. Кстати, на мой вопрос, могу ли я воспользоваться, да, то есть вернуть обратный билет, либо же, если я каким-то образом доберусь в пункт назначения, могу ли я на нем, пользуясь этим обратным билетом, вернуться. Мне сказали, нет, нельзя, потому что я не выполнил первую часть договора, то есть не улетел в пункт назначения. Вот для меня это было достаточно большим открытием. Ну вот для как раз таких спорных вопросов и существует наша рубрика «Советы юриста», в которой сегодня мы узнаем, можно ли во время отпуска сделать возврат билетов, если вы вдруг заболели. Доброе утро. Скоро у нас сезон отпусков, и, конечно, актуальным является возврат билетов. Мы поговорим о статье 103 Воздушного кодекса Российской Федерации, то есть возврат по обстоятельствам, которые не зависят от человека. В данном случае мы разберем именно болезнь. То есть, согласно пункту 2 статьи 108 Воздушного кодекса, в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира, уведомление об этом перевозчика до окончания регистрации, нам возвращается сумма в полном объеме. Также это предусмотрено пунктами 116 правил формирования и применения тарифов и пунктом 41 федерального авиационных правил. Да? То есть они четко устанавливают, что мы возвращаем сумму полностью, если мы предупредили об этом авиаперевозчика до конца регистрации. Но все немножко не так просто. Во-первых, что нужно сделать? Если мы предупреждаем авиаперевозчика через авиакассы, то все достаточно просто. То есть мы заранее берем медицинский документ, который должен содержать следующие вещи. То есть первое – это печать врача, печать самой организации, четкое наименование организации, вашу, естественно, фамилию, имя, отчество, дату рождения, диагноз и период, в который вы болеете, что вы точно не можете в это время совершить авиаперелет. Это относится также к медицинским документам детей, близких родственников. К родственникам относятся, получается, братья, сестры, понятно, дети, бабушки, дедушки, родители. То есть это все близкие родственники, которые могут неожиданно заболеть, и в связи с этим мы можем обратиться о том, что хотим вернуть полностью билет или поменять дату. Авиаперевозчик не должен за это взимать никакие тарифы. Поэтому при обращении смотрим внимательно на форму. Форма располагается, как правило, на сайте авиаперевозчика. В форме есть пометка, что мы соглашаемся с взимаемыми, получается, тарифами. То есть как бы перевозчик за замену авиабилета иногда взимает определенные тарифы, удерживает некоторую сумму. В данном случае, если вы обращаетесь именно в связи с болезнью, эту строку нужно либо удалить, если это в электронном варианте, или вычеркнуть, если вы вручную заполняете. Но вы можете также обратиться без медицинского документа. То есть в случае, если вам срочно нужно вылетать, вы неожиданно заболели, медицинский документ, естественно, не так просто комиссионно получить, то есть он должен быть подписан и руководителем медицинской организации, вы делаете пометку. Медицинский документ будет предоставлен позднее, и в последующем его предоставляете. В этом случае компания знает, что возвращаете билет согласно регламенту, что вам должны вернуть полную сумму, вы указываете реквизиты, на которые вам эту сумму должны перечислить, и что вы должны предоставить до момента перечисления, получается, медицинские документы. Вам не могут отказать. Если вам стало плохо прямо в аэропорту есть медпункт.
Также вы обращаетесь в медпункт, просите, получается, медицинскую справку. Ее заверяет врач медпункта, заверяет медпункт, то есть руководитель. И с этими документами вы можете сразу идти в кассу к представителю авиаперевозчика и обратиться о том, что вы хотите сдать билет. Обращаю ваше внимание, что при сдаче билета по другим обстоятельствам нужно учитывать регламент авиакомпании, то есть и факт того, что возвратные и невозвратные тарифы, да, если он, возможно, невозвратный, но это по вине авиакомпании в связи с изменением даты вылета, изменением времени вылета или маршрута, то вы также можете обратиться, и также вас полностью вам должны вернуть, потому что это не ваша вина. Если вы сдаете по другим обстоятельствам, нужно ознакомиться с регламентом возврата на сайте авиакомпании. Удачного отдыха! Теперь к новостям. Коэффициент распространения коронавируса в России 8-й день подряд держится выше единицы. Превышает его заболеваемость в 6 из 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Нижегородская и Свердловская области. Отмечается, что на юге и за Уралом ситуация обстоит лучше, и в среднем коэффициент равен 0,97. Число выборных дисциплин расширят в Северо-Восточном федеральном университете в новом учебном году. Сообщается, что в университете по уровням подготовки утверждены обязательные дисциплины, которые изучают все студенты. В бакалавриате их 12, в специалитете 13, в магистратуре 6. В этом году для реализации индивидуальных образовательных направлений число дисциплин расширят. В частности, студентам будет предложено от 3 до 14 предметов в каждом. Родители смогут проверять состояние школьных столовых. В России более 7 миллионов учеников младших классов получают горячее бесплатное питание. Минпросвещение уже разработало порядок доступа родителей в школьные столовые. Более того, к 1 сентября ведомство вместе с Общероссийским народным фронтом создадут их регламент участия в общественном контроле над всеми вопросами питания школьников. В каждом регионе будет разработан свой стандарт. Для мам и пап проведут и обучающие семинары. На Сахалине возобновили морские экскурсии, знакомство с сивучами. Самый южный райцентр региона, Невельск, является одним из 3 городов мира, где эти морские млекопитающие подходят максимально близко к человеку. Экскурсии проходят на легких моторных лодках. Суда стараются держаться подальше от лежбища сивучей, чтобы не вызывать стресс у животных. Сивуч – крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Также известен как северный морской лев Стеллера. Первый теленок родился у пары овцебыков, завезенных в Магаданскую область из Якутии. Сообщается, что он появился на свет 9 мая и получил имя Победа. Власти Магаданской области отметили, что на острове Завьялово созданы благоприятные условия, чтобы животное свободно размножалось в дикой природе. В 2018 и 2020 годах в рамках сотрудничества между 2 регионами на остров Завьялово в Охотском море было завезено 50 молодых овцебыков 2 партиями из Анабарского района. На этом пока все. Хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Друзья, ну а теперь научиться играть на хомусе можно и в Айхале. Во Дворце культуры проводят групповые занятия для взрослых и детей. Причем приобретать хомус совсем не обязательно. Его вам предоставят прямо на занятиях. Оксана Мезенцева, наша коллега, побывала на одном из таких уроков. В этом кабинете Айхальского дворца культуры всегда шумно. Природу некоторых звуков сложно объяснить. Здесь и голоса животных, и пение птиц, и шум воды. Занимаются хомусисты. Педагог Алена Платонова наблюдает за каждым. Нужно правильно выполнять дыхательное упражнение. Без них инструмент не зазвучит. Такая разминка – важная часть урока. Теперь пробуем делать табут. Вдох, выдох, прямо сильным. Через хомус выдыхаем. Вот смотрите. Обучают игре на хомусе всех желающих. Сегодня их 39 человек, в том числе 12 взрослых. Занимаются раз в неделю. На уроках учат технике и приемам игры. Кроме базовых знаний, надо знать и культуру народов Саха. Человек становится сам музыкальным инструментом, а не хомус. Да? Поэтому, когда мы играем на хомусе, все органы дыхания, вообще весь организм отсюда до сюда начинает работать. И таким образом у нас начинается видоизменение звука через хомус.
Среди взрослых учеников пока только женщины. Однако на занятия ждут и мужчин. Покупать инструмент не обязательно. Хамус дадут на занятиях. В каждом регионе этот инструмент имеет свое название. В Якутии его называют хамус. А вообще варган – известный по всему миру инструмент. Еще его называют кубыс или баримбау. Татьяна Дымчикова родом из Бурятии. Научиться играть на национальном инструменте якутов мечтала давно. Она занимается вокалом и часто выступает на одной сцене с хамусистами. Игра на варгане заворожила. На занятия Татьяна записалась в числе первых. Я хочу играть, петь, разговаривать на языке хамуса. Казалось бы, да, маленький железный инструмент с маленьким язычком. Но у него такие возможности большие. Это какая-то волшебная сказка, когда начинаешь играть. Пока взрослые учатся просто приемам игры. Но, как признались, уже мечтают выступить на сцене. Поэтому внимательно слушают каждое слово педагога и усиленно работают над техникой. Получать уроки игры на хамусе у педагога, которые влюбленные в эту профессию, это дорого стоит. Айхальских детей игре на хамусе учат уже 9 лет. Именно столько в поселке занимается этно-фольклорный ансамбль. Победитель и призер международных и всероссийских конкурсов. В коллективе сегодня ждут новых учеников. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». А все больше и больше поклонников у данного инструмента. А ты умеешь играть, Руслан? Ну, глядя на наших виртуозов, мне кажется, что я не умею играть. Но на самом деле на хамусе можно достаточно быстро научиться играть, но вот достичь уже определенных азов, это, конечно, нужно большое время. Но я также слышал, кстати, что вибрация, которую создает хамус, она благотворно влияет на организм человека. А я вот сколько раз пробовала научиться играть, вот никак мне не дается. Куда-то не туда вставляется. Тебе нужно съездить в Айхал. Обязательно там побываю. Основанное в 1926 году село Иенгра до 1977 года носило название Золотинка. Это старейшее поселение Нингринского района с уникальным традиционным укладом жизни. Там живут представители коренного малочисленного народа – эвенки. Сегодня в рубрике «История одной вещи» мы расскажем о традиционном меховом коврике. Одним из уникальных и интересных предметов эвенкийского быта, очень ярких, оригинальных предметов эвенкийского быта, являлись коврики-кумаланы. Они бытовали с древности, и их первичное утилитарное назначение было очень простым. Они прикрывали вьючные сумки во время перекочевок и защищали их от непогоды. Брались обязательно 2 или 4 головных шкуры оленя, обшивались камусом или шкурами других животных и богато орнаментировались. В данном коврике это хорошо видно. Орнаментом служили чередование контрастных, темных и светлых тонов. Орнаментом чаще всего были квадратики, треугольники или просто полосочки из шкуры различного цвета, создававшие очень красивый, яркий, декоративный настрой такого коврика-кумалана. Здесь на этом коврике хорошо видны головки. Здесь использованы 2 головки оленя с одной стороны и 2 головки с другой стороны. И даже вырезы глазных впадин хорошо использованы под яркие пятнышки орнамента. Это хорошо видно с обратной стороны. 2 сложенных головки оленя, которые служат основой коврика и обшиты полосочками шкуры другого цвета. Шкуры животных, которые использовались в кумалане, были самые разные. Это могли быть шкуры разных зверей – медведя, рыси, лисицы. Данный коврик был изготовлен не в самой большой древности. Он поступил в музей в 1985 году от мастерицы Максимовой Валентины Григорьевны и сейчас является частью нашей этнографической коллекции. Для того, чтобы соединять между собой кусочки шкур, в древности женщинами чаще всего использовали сухожилия самых разных зверей. И обычно уходящим на охоту охотникам женщины давали наказ принести как можно больше сухожилий. Поскольку швов было очень много, то работа была довольно трудоемкая. Это хорошо показывает изнанка любого коврика-кумалана. Сшивались множество кусочков вот с помощью этих сухожилий. Сухожилие, оно было очень упругим.
очень прочным материалом и не рвало, не портило шкуру, в отличие от ниток. Но потом, конечно, стали использовать нить. И данный коврик, это коврик середины 20 века, шит уже, конечно, нитками. Вот этот древний коврик кумалан, бытовавший в авенкийском хозяйстве с глубокой древности, получил, в общем-то, современное звучание, и это слово не уходит из современного лексикона и современного быта. Доброе утро. Рада зачитать еще одно сообщение, которое поступило на наш WhatsApp номер. Здравствуйте. Хочу поздравить всех своих родных с новым днем и первым днем рабочей недели. Желаю всем удачной недели. Гаврил подписался. Такое замечательное поздравление. Друзья, ну ни для кого не секрет, что после белоснежной красивой зимы, после таяния снега, на улицах появляется очень много мусора. Но наши корреспонденты спросили у горожан, как можно решить проблему мусора в городе Якутске. От человека зависит. То есть, если возьмемся за себя, мы не будем мусорить. Штрафы сделать из-за этого, то есть, вот, ну, чтобы не мусорили. Мусорных баков, наверное. Субботники делать. Главное, ну, воспитание, наверное. За собой надо убирать. А в Якутске уже несколько лет действует совместный проект Якутской экологической компании и Министерства жилищно-коммунального хозяйства по организации раздельного сбора мусора. О том, как работает эта система, и о неравнодушных горожанах, которые заботятся об экологии, в сюжете Ирины Григорьевой. Каждый день у горожанки Марины привычный маршрут. С полными пакетами она направляется в мусоросборник. Для экоактивистки это не мусор, это вторсырье. Картоны очищены, бутылки помыты. Эти действия Марина уже делает на автомате. Вот, допустим, яичные ячейки я сложила плотно и выбрасываю. Коробку также, это, кажется, почтовая коробка была, убрала наклейки, отклеила скотч, сложили плоско. Марина сортирует мусор с 2019 года. Большое дело началось с малого. Сперва сортировала бумагу и картон, затем перешла на другие фракции. Новая эко-привычка изменила жизнь. Марина уверена, усилия даже одного человека меняют многое. Вначале было недоумение у большинства все равно жителей. Зачем нам какая-то сортировка? Какая сортировка? Это же все на свалку поедет. Ну, сами знаете, обычные стереотипы. Но со временем люди стали понимать уже... меньше негатива стало. Таких активистов, заботящихся об экологии, на 203-м микрорайоне немало. Несколько лет назад жители примкнули к волонтерскому движению «Раздельный сбор Якутск». Сейчас в сообществе около 100 человек. Проект Якутской экологической компании себя оправдал. Только с 203-го микрорайона в течение одной недели выводится 48-50 кубов картона и 4,5 кубов пластика с алюминиевыми банками. Сейчас поедем уже на ДСК на ГРЭЦ, по идее, это все выгружать будем и перерабатывать будем все полностью, все перерабатывать. Сейчас мы находимся на нашей базе, где происходит прессовка вторсырья. Здесь вы можете видеть отпрессованные кипы. На одной из баз Якутска кипы сложенного вторсырья. Сюда привозят отсортированный мусор, который собирается с 31 точки. Еще несколько лет назад в Якутске мало кто знал о раздельном сборе вторсырья. Сейчас горожане собирают картон, бутылки, пластиковые крышки для того, чтобы сдавать их в специальные вот такие пункты. Мы сейчас находимся на автодорожной 40/1Б. Здесь привозится, сортируется и прессуется вторсырье. Затем выводится в город Иркутск. В день бригады прессуют по 6-8 кип, а это 4-5 тонны. На данный момент происходит выемка готовой кипы картона спрессованного. Вот сейчас она выходит с пресса, сейчас мы произведем взвешивание, запишем сколько вес и вывоз. Якутская экологическая компания ведет свою деятельность в течение нескольких лет. Александр Никитин, сотрудник, отмечает, бережливое потребление в столице растет. Горожане специально приезжают на отдаленные базы, сдают вторсырье, даже в морозы. Вы знаете, у людей часто бывает такое сомнение, что после того, как вторсырье собрано, оно сгружается в один автомобиль и в дальнейшем попадает на свалку. Наша задача в первую очередь показать, что это не так. Во время съемок водитель Алик привозит картон с магазина. За несколько минут старый картон превратится в новый ресурс. Ну, я привез мусор сюда, чтобы на улице не выкидывать. Однако это лишь малая часть мусора, которая пойдет на переработку. Для многих мусор, выброшенный в пакеты или в ведро под раковиной, перестает существовать. Особенно равнодушными люди становятся на природе.
приезжают сюда на машинах, отдыхают, но мусор никто не хочет довозить до баков зачастую и просто выбрасывают здесь. Сейчас после схода снежного покрова он весь у нас обнажился на поверхность, да, и, конечно, будет убираться посредством субботников, именно проводимых на территории округов города. В последние годы в интернете все активнее стала работать социальная реклама. Простые горожане устраивают флешмобы и объединяются против одного – засорения мусором природы и улиц родного города. Юлия Федорова тому яркий пример. Подрастает новое поколение, молодое, с новыми свежими взглядами. И мы смотрим на эту проблему немножко иначе. Мы не хотим ждать, пока кто-то придет, поможет, уберет, ждать помощи от управляющей компании, от управы города. Мы можем сами выйти и навести порядок. В борьбе против мусора тех, кто мусорит, большинство. Но Юля не отчаивается. В мире, где принято считать, что от нас ничего не зависит, экология и благоустройство – это та сфера, в которой даже один человек может все изменить. Ирина Григорьева, Григорий Охлопков, я Сыромятников, Якутск. Да, все-таки радует, что неравнодушных к мусору людей становится все больше, и люди добровольно выходят на ежегодные субботники. Как раз-таки об этом мы начнем разговор с Аленой Кычкиной, заместителем руководителя Центра по работе с волонтерами нашей республики. Алена, доброе утро. Доброе утро. Мы знаем, что в конце этого месяца ожидается первый субботник летнего сезона. Да? Как к нему можно присоединиться и кто может принять в нем участие, да? Да, данный субботник состоится 29 мая в 10 утра. Проводится данная акция уже уже ежегодно, получается, да, проводится компанией CNET Spark. Вот. И любой желающий может присоединиться к данной акции. Там будет очень много различных точек, где имеется мусор. И любой человек, заполнив анкету, обязательно может присоединиться. То есть «Мусору нет» акция называется. Найти в поисковике «Мусора нет Якутск» и присоединиться, подойти на площадь Дружбы, и уже там будут обеспечен и транспорт, и еще будет, получается, по 50 человек группами разделятся и уже поедут. А люди, которые имеют свой транспорт, могут поехать за этими автобусами и тоже присоединиться всей семьей, можно так сказать. Инвентарь какой-то будет предоставляться или самим нужно принести? Да, перчатки, СИЗы и так далее, то есть маски и так далее, все будет предоставляться, мешки и тому прочее. Все возможности. 29 мая. 29 мая. 29. Скажите, в течение последних лет Центр по работе с волонтерами республики развивает социальное партнерство с общественными, молодежными и благотворительными организациями. Особенно ощутима была помощь во время пандемии. А сейчас по какому направлению работает Центр? Так, получается, как вы подметили, то есть у нас до сих пор уже больше года наши волонтеры помогают во всех улусах нашей республики в помощи в борьбе с коронавирусом. Это, получается, доставка продуктов, лекарств первой необходимости для пожилых, и в том числе и для людей, которые находятся в самоизоляции у себя на дому, да, бесконтактно. Каждый волонтер обеспечивается масками, перчатками, антисептиками и приносит данные продукты. Помимо этого, наши волонтеры тоже в нескольких районах и в Якутске помогают медицинским организациям. То есть это при вакцинации, да, помощь медицинским работникам в заполнении документации. То есть ускоряется процесс именно вакцинированности, и помимо этого также помогают в колл-центрах и тому прочее. То есть вот такая вот работа ведется. Помимо этого у нас, конечно, развивается эко-волонтерство. У нас в Якутии очень много граждан, которые не остаются в стороне, создают свои эко-движения. Это, получается, у нас также есть движение «Раздельный сбор». Они именно одними из первых начали у нас в Якутии заниматься пропагандой раздельного, да, вторсырья, мусора, сбора. Помимо этого у нас также очень хорошо реализуется акция «Чистые игры». Это у нас большой такой тоже проект, которым занимается Ангинский район. Они во всех своих наслегах, это такой квест экологический, где дается задание. Игра. Да, игра, и уже командами собирают мусор, и таким образом, то есть интересно, и делаем добро, да, экологии района. То есть можно и внедрить все районы нашей республики. Таким образом интересно, с призами, весело провести добрые дела. Тем самым, наверное, и дети привлекаются, и дети, да? В том числе, в какой-то игровой форме. Да. Помимо этого у нас, конечно, развивается волонтерство в сфере культуры, волонтеры-медики, волонтеры Победы. То есть мы работаем как ресурсный центр.
Да, именно поддерживаем волонтерские движения, которые мы можем обучить волонтеров, как зарегистрироваться на платформе Добро.ру. На Добро.ру волонтер должен быть зарегистрирован, чтобы получать всякие бонусы. Да? То есть сейчас эта платформа очень сильно развивается, и человек может пройти обучение в любой сфере, в любом направлении, и там в скором времени также откроется обучение по эко-волонтерству. То есть как создать движение, как грамотно вообще рассказывать людям про экологическое волонтерство и так далее. Вот в таком формате. Помимо этого у нас также развивается движение серебряных волонтеров, то есть это лица пожилого населения, да, у нас, они очень активно у нас участвуют. Вот. И помимо этого Центр творчества Гагарина, да, там у нас открылся тоже такой центр, именно «Молодой душой» называется, где у нас пожилые люди занимаются тоже творческой деятельностью и могут тоже присоединяться, обучаться различным направлениям. То есть 55+, и человек может активно участвовать во всех мероприятиях, участвует даже на форумах крупных, спортивных играх. У нас волонтеры очень активно участвуют. Вот. Алена, проведение всех этих различных акций, да, игр, тех же субботников, несомненно, только объединяет население. Становится ли волонтеров больше? Да, волонтеров очень становится больше, это очень радует, потому что мы понимаем то, что население не остается в стороне, оно заботится вообще о своем здоровье, начинает заботиться, да, то есть пропагандировать здоровый образ жизни. Также пандемия показала особенно сильно то, что человек, который, то есть вначале все боялись, да, и люди, которые решили помочь пожилым людям, потому что особенно большой риск для них был, да, и остается, и люди, которые вообще ни разу не волонтерили, не знали, что такое волонтерство, они звонили, записывались прям так активно, приходили на своем транспорте, такие тяжелые пакеты с собой таскали, и это очень радует. И они до сих пор остались волонтерами и присоединяются к другим направлениям, и уже так целенаправленно начинают в свое свободное время добровольно помогать всяким акциям, различным акциям, получается. И показывает, уже года показывают то, что именно экологическое волонтерство привлекает очень большое количество людей, то есть даже десятками тысяч людей за весь год. Минэкологии говорит, что люди выходят во всех районах республики помогать нашей республике. Это не может не радовать. Вы, кстати, отметили про бонусную программу, да, которая на сайте. Я просто знаю опыт, допустим, некоторых стран. Они, например, когда человек занимается волонтерством, он получает какие-то преференции, не знаю, допустим, при устройстве на работу, например, или еще как-то. Есть какие-то бонусы, допустим, в вашей практике? Да, получается, у нас в России, в Якутии, да, бонусы есть для школьников. Если школьное волонтерство, школьник тоже занимался волонтерством в школьные годы, он может получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, да. То есть это зависит от университета тоже, сколько баллов дается. У нас в университете до 5 баллов может даваться, в зависимости от уровня мероприятий, в которых он принимал участие. А для студентов, это скорее для медиков и так далее, это дополнительные баллы в ординатуру. То есть для тех студентов, которые помогали во время пандемии, работали в красной зоне, либо волонтерили, они тоже получают до 20 баллов могут получить при поступлении в ординатуру. Помимо этого у нас именно в Якутии мы с нашим центром работы с волонтерами создали такую систему лояльности для наших волонтеров, которые отработают, помогут 150 часов, которые все фиксируются у них в волонтерских книжках. И там у нас уже есть такая единая карта волонтера, называется. В единой карте волонтера волонтер может получить скидку при посещении различных заведений, то есть это и учреждения культуры, спорта, помимо этого партнеры магазинов, в которых они могут получить различные бонусы, скидки и так далее. То есть у нас увеличивается количество, и тоже призываем к нам тоже присоединяться партнеров, чтобы у нас волонтеры получали скидку. Да. Спасибо, Алена. Призываем население присоединиться к движению. Да. Вам спасибо за работу вашего центра, за вашу деятельность. Спасибо. Алена. Майское лето ловят не только петербуржцы. Рекордная жара вернула прогулочное настроение и жирафе Соне. Нетипично жаркий день не оставил равнодушными не только горожан, но и обитателей Ленинградского зоопарка. На прогулку вышла даже та, кто обычно тяжела на подъем.
Как отмечают сотрудники зоопарка, часто у Сони нет прогулочного настроения, и она предпочитает проводить время в павильоне. На видео видно, что она проверила территорию, погрелась на солнышке и даже пощипала молодую травку, и, судя по кадрам, осталась очень довольна. Ну а мы тоже довольны тем, что наступила весна, но хоть она немножко медленно, да, наступает, практически уже, можно сказать, лето. Но и радуют, несомненно, подснежники, которые уже распустились. Да, красота в эти выходные. Мне, наконец, удалось увидеть первые подснежники. Ты посмотрел? Да, я тоже видел буквально вчера. Что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся завтра в это же время на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч и отличного дня. Конечно же, смотрите наши эфиры каждое утро с 7 утра.